сегодня отложили процесс на 21 августа, но, откровенно говоря, я абсолютно не понимаю мотивы такого решения, якобы для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, большой объем. Но, извините, это дело, во-первых, не новое, оно длится уже в течение долгого периода. 2 года человек сидит без вины, осужденный человек по политическим мотивам. Казалось бы, да, сейчас новая система управления, новый президент, да, а проблемы остаются все теми же. И меня вот как гражданина это глубоко возмущает, потому как в обществе очень высокий уровень недоверия и критики. И к судебной реформе никто не верит в то, что она дойдет до логического завершения, и вообще мы сможем увидеть в ближайшее время справедливые судебные решения. При таком уровне недоверия, на самом деле, это очень опасная ситуация. У людей вообще возникает недоверие к институтам власти в целом. Поэтому я считаю, что вот такими решениями, скажем так, ни в одну, ни в другую сторону, да, якобы для того, чтобы ознакомиться, давайте еще отодвинем, а это часы, месяцы, годы жизни человека, который просто зря сидит, не просто человек, а видный политический деятель, оппозиционной партии Атамикена. Это для нас очень плохой диагноз, как для государства. Это очень плохой диагноз, вот такие половинчатые решения для самой судебной реформы. Мне кажется, что на сегодняшний момент власть такими шагами, она увеличивает разрыв между собой и народом, возрастает недоверие народа. Это очень сложная и тяжелая ситуация. На самом деле она очень взрывоопасная. Я считаю, если люди не видят этого, люди, которые принимают решения и значит, вот в таком режиме привыкли работать, управляя судебной системой, то это будет очень сложная ситуация в дальнейшем. Я лично считаю, что можно было рассмотреть дело сегодня, времени было достаточно для ознакомления, и самым справедливым решением, которого ожидает не только партия Атамикен, это касается не только Текебаева, Чтонова или партии Атамикен, вся страна смотрит, потому что это индикатор нашей судебной реформы, вот эти громкие политические дела. О чем может думать простой гражданин, когда вот такие процессы идут с нарушениями, да, либо принимаются какие-то непонятные половинчатые решения? О чем может думать простой гражданин? Найдет ли он справедливость в этой судебной системе? И вот на сегодняшний момент это индикатор для всего Кыргызстана, для нашей ситуации, для нашей судебной реформы. Поэтому должно было, на мой взгляд, быть отправлено данное дело по вновь открывшимся обстоятельствам на рассмотрение, на новое рассмотрение, значит, в первую инстанцию в соответствии с законодательством. Потому что то, чего мы требуем, да, связано исключительно с законностью. Мы говорим просто одну вещь: обеспечьте прозрачные суды, обеспечьте законность, все. И все доводы, ранее составлены ангажированной прокуратурой, ангажированными судами, они просто рассыпятся тут же, при свете дня, при нормальном судебном рассмотрении. И мы говорим вот об этом решении. И это решение они хотят принять. Я считаю, что накаливать ситуацию абсолютно неправильно со стороны власти на сегодняшний момент, потому что обмануть народ уже не удастся.